Еще не весь рынок в полной мере ощутил последствия санкций Запада для экономики, но многие предприниматели уже начали испытывать трудности. Разрабатываются программы ФОД-2 и ФОД-3 во время пандемии, но это в основном касалось тех предпринимателей, которые имеют большой штат. Но этой программой не могут воспользоваться маленькие предприниматели. То есть, допустим, у кого 2-3 работника. Вот если им сейчас нужно оперативно сохранить тот бизнес, то 2-3 месяца они фактически, получается, будут в заложниках. Беспокойство предпринимателей понять можно, но государство и регионы сегодня делают все возможное, чтобы все волнующие вопросы не оставались висеть на воздухе. Проводятся совещания, встречи и оперативные штабы, чтобы проблемы решались на месте. Ко мне бизнес обращался по поводу проблем с отгрузками товаров в Центральной России. Здесь мы подключали правительство республики, которые прямо оперативно в тот же день решали вопросы по этим поставкам. В том числе сейчас, конечно, бизнес испытывает большие проблемы, связанные с повышением ключевой ставки. Это нехватка кредитных ресурсов, нехватка, в принципе, финансовых ресурсов. И сейчас, конечно, наше правительство очень быстро и оперативно решает вопрос по докапитализации институтов развития. Это фонд поддержки предпринимательства для выдачи льготных кредитов 8% для наших предпринимателей. Для предпринимателей Арктики сумма льготного кредитования стала еще дешевле и достигла 6% годовых. Этой работой займется фонд развития предпринимательства республики, которому регион выделил 500 миллионов рублей. Осуществлена капитализация фонда развития предпринимательства по двум направлениям. Первое – это для получения льготного кредита субъектам предпринимательства, занятых в сфере торговли. На это направление выделено 300 миллионов рублей. И второе – это капитализация фонда для предоставления льготного кредита для всех других сфер предпринимательства. На это направление выделено более 200 миллионов рублей. Для получения льготного кредитования предпринимателям нужно обратиться в фонд развития предпринимательства. Кроме того, по льготной ставке представители бизнеса начали кредитовать банки, а также ставки по налогам снижены для тех предпринимателей, которые сегодня находятся в упрощенной системе налогообложения. Льготы введены в части налога НДС, то есть нулевая ставка введена для тех предпринимателей, которые занимаются гостиничным бизнесом и сферой туризма. Также для предпринимателей, которые занимаются IT-технологиями, для них установлена нулевая ставка по налогу на прибыль. Ставка будет действовать в течение 3 лет. Есть условие, что эти технологии должна пройти аккредитацию в Минцифры Российской Федерации и должна иметь работников не менее 7. Между тем, сейчас правительство региона разрабатывает ряд новых мер поддержки. Они в том числе будут касаться такой сферы, как производство социально значимых продуктов питания, к примеру, хлеба. Ульяна Шагина, Екатерина Аммосова, Павел Пахомов, Якутск.